Сердечно приветствуем вас на гостеприимной земле Республики Ингушетия. Сегодня для народа Ингушетии радостный день. Мы отмечаем 7-ю годовщину нашей государственности. Сегодня мы открываем столицу Республики Ингушетия, город Магаз. Для участия в праздничных торжествах, чтобы разделить с нами радость, к нам в республику приехали высокие гости. Позвольте мне представить наших гостей. Сергей Вадимович Степашин, председатель правительства Российской Федерации. Сергей Александрович Зверев, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. Владислав Петрович Шерстюк, первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Владимир Борисович Рушайло, министр внутренних дел Российской Федерации. Сергей Кужугетович Шойгу, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Константин Васильевич Тоцкий, директор Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Вячеслав Александрович Михайлов, министр по делам Федерации и национальности Российской Федерации. Владимир Авдашевич Коломанов, руководитель Федеральной миграционной службы. Виктор Васильевич Черкесов, первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России. Делегация Республики Грузия во главе с господином Колбая, заместителем председателя парламента Грузии. Делегация Республики Татарстан во главе с Фаридом Хайруловичем Мухамедшиным, председателем Госсовета Республики Татарстан. Делегация Чеченской Республики Ичкерия во главе с Асланом Алиевичем Масхадовым, президентом Чеченской Республики Ичкерия. Делегация Республики Адыгея во главе с Асланом Алиевичем Гаримовым, президентом Республики Адыгея. Делегация Республики Дагестан во главе с Магомед Али Магомедовичем Магомедовым, председателем Госсовета Республики Дагестан. Делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе с Валерием Мухамедовичем Коковым, президентом Кабардино-Балкарской Республики. Делегация Республики Калмыкия во главе с Кирсаном Николаевичем Люмжиновым, президентом Республики Калмыкия. Делегация Ростовской области во главе с Владимиром Федоровичем Чубом, губернатором Ростовской области. Делегация Краснодарского края во главе с Владимиром Афанасьевичем Мельниковым, председателем правительства Краснодарского края. Делегация Ставропольского края во главе с Станиславом Валентиновичем Ильясовым, председателем правительства Ставропольского края. Делегация Республики Абхазия во главе с Валерием Шалвовичем Арчба, вице-президентом Республики Абхазия. И многие другие. Спасибо вам, дорогие гости, за то, что приехали на наш праздник. Слово предоставляется президенту Республики Ингушетия Руслану Султановичу Аушеву. Уважаемый Сергей Вадимович, уважаемые гости Ингушетии, дорогие сограждане, сегодня на нашей земле праздник. Мы отмечаем 7-летие образования Республики Ингушетия и проходим еще один исторический рубеж на пути становления. Открываем столицу нашей молодой республики. Сложным и тернистым был путь нашего народа к сегодняшней действительности. Несколько раз исчезала с карты мира Ингушетия. Несколько раз мы начинали строить свою жизнь с чистого листа. Но не исчез с листа же земли ингушский народ. Цивилизованным, демократичным путем добился он права на создание государственности, право быть равным с другими народами нашей страны. Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы можем с уверенностью сказать,
что наш народ сдал свой первый экзамен на политическую зрелость. В тяжелейших условиях экономического хаоса и развала, региональных войн и межнациональных конфликтов, обрушившихся на Кавказ, мы сумели заложить основы своей государственности, возвели фундамент и стены нашего дома Республики Ингушетия. 7 лет возраст, по сути, младенческий, но мы горды тем, что и сегодня можем смело подводить некоторые итоги. За эти годы мы смогли коренным образом переломить социально-экономическую ситуацию в республике. Более 100 объектов промышленного, культурного, административного назначения построены и успешно функционируют в республике. Самое очевидное свидетельство наших не до конца раскрытых потенциальных возможностей и замыслов, духа созидания и неустрашимости перед трудностями – это открываемая сегодня наша столица Республики Ингушетия, город Магас. Он возрождается на месте, где в начале 13 века от рук иноземных захватчиков пала столица наших предков с таким же названием города Солнца Магас. И для нас имеет глубокий символический смысл. Мы будем жить в мире и в добрососедстве со всеми, кто этого хочет. Мы всегда рады видеть у себя в гостях, и в первую очередь в столице, городе Магасе, всех, кто этого пожелает и в праздники, и в будни. Сегодня наша столица мала по количеству возведенных здесь объектов, но и Москва не в один день строилась. И мы постараемся и будем иметь широкие проспекты, сады и парки, красивые жилые и административные здания, музеи и учебные заведения, словом, все то, что положено иметь современному городу. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что все эти достижения нашей республики стали возможным благодаря помощи и поддержке многих и многих людей доброй воли. От имени народа Ингушетии хочу выразить благодарность всем тем, кто на федеральном уровне и на уровне республик, краев и областей все эти непростые годы нашего становления с пониманием относились к нашим нуждам и проблемам. Мир, сотрудничество, взаимоуважение – вот приоритеты, на которых мы налаживаем контакты с регионами нашей страны, строим свою государственность в составе Российской Федерации. Мы создаем общество равных, без различия по национальному, социальному и религиозному признакам граждан, общество процветающее и созидающее. Наш путь никогда не был легким, да и не искал наш народ для себя легких путей. И то, что происходит сейчас, яркое свидетельство силы духа нашего народа, доказавшего свое право жить в цивилизованном обществе. Мы верим в свои силы, и мы горды тем, что сегодня можем твердо заявить: Ингушетия как республика состоялась. Хочу еще раз поблагодарить вас, уважаемые гости, за то, что вы нашли возможность разделить с нами наш праздник. Желаю вам и всем, кто вас представляет сегодня в Ингушетии, счастья, мира, благополучия. Поздравляю с этим знаменательным днем вас, дорогие соотечественники. Желаю вам, всему нашему народу Ингушетии, процветания, добра, успехов в труде на благо республики и всей нашей страны. Столицу Республики Ингушетия, город Магас, объявляю открытым. До неба
Уважаемый Руслан Султанович, просим вас вручить ключ, символический ключ от города Магаз первому мэру города Магаз Мезиеву Илезу Максариповичу. Спасибо, Руслан Султанович, за оказанное доверие. Мэрия сделает все, чтобы город Магаз был одним из лучших городов Северного Кавказа. Спасибо. Слово Вот это будущее Ингушетии и России. Я поздравляю вас с праздником, братья мои, за нашу молодежь, за мир и за вас! спасибо. Пожалуйста, вот туда. Сергей Кужикевич. Кадет Сергеев. Не вынимай без нужды, уже честно. Кадет Беков. Ну-ка, давайте помогу. Кадет Ферзаулик. Кадет Бургуев. Попроси гостей. Как зовут? Представляете? Детство покажи. Вручаю тебе кинжал, символ мужества и чести. Служи своему народу и отечеству. Кадет Погоров. Кадет Бекмурзиев. В мире жить. Будь достоин своего народа. Служу отечеству. Кадет Владимиров. Безрабов. Я.
трудовик класс. Снежные вершины, громады скал, от сотворения мира, в хаосе поднявшиеся к небу, дремучие леса, кипящие потоки шумных рек, луга, охваченные радугой цветения и ароматом трав, и гордый человек, готовый умереть за дружбу, честь, свободу. Все это с незапамятных времен наречено в поэзии народа страной былин и именем Кавказ. На многих языках звучит здесь человеческая речь, живет здесь братство множества народов. Когда они пришли, откуда и зачем? Какою представлялась им судьба грядущих поколений? Молчат. Ответа нет. То было 20 тысяч лет назад. А может, это были наши предки? Страбон и Плиний, Моисей Каремский оставили для мира имена людей, когда-то бывших на Кавказе, и сквозь туманы 3 тысячелетий народов наших встали имена. Столетия мы наследовали скалы, на этих скалах каменные башни, могильники безмолвных мертвецов, где отпечаток кисти человека, где солнце знак, движения мира символ, где Турий рог на выцветших стенах. О предках нам рассказывали скупо. Но был еще один хранитель тайн. Язык, всегда живой и сильный, ни тленью, ни сражением не подвластный. Язык, мудрец народа моего, в нем память прошлых дней и песни соловья. В нем сохранился миф про Тейшебейне, сказ про Батыя, внука Чингисхана, и про сражение с Тимуром Хромым, мир покорившим, но не эти горы. Язык поведал мне, как трудно было дедам, как мужество их и любовь к свободе
нам жизнь продолжили до этих дней. Кто пристально глядит, тот видит очень много. Кто слушает, с тем время говорит. Мне удлинили годы старики, они меня водили в день вчерашний, в день завтрашний уходим вместе мы, идущим вслед, оставив эту повесть о том, как выходил народ из тьмы.